О главных событиях дня в информационном выпуске Амшипшара. Добрый вечер. В студии Алиса Шамба. Коротко о главном. Устранить в течение дня. Последствия разгула стихии устраняются. Жертв среди населения нет. Сухум, Ялта. О чем договорились на экономическом форуме в Крыму. Мы будем помнить. Память жертв геноцида армян в Османской империи почтили в Абхазии. Президент Абхазии Рауль Хаджимба дал указание всем службам в течение дня полностью ликвидировать последствия разгула стихии. Тему продолжит Саресмар. Эти кадры были сделаны вчера днем во время урагана. На них отчетливо видно, как шквальный ветер, который поднялся к 10 часам утра в Гагре, срывает крыши с многоэтажных домов. Стихийное бедствие к полудню настигло и столицу. Сотрудники МЧС отмечают, что за время урагана более 20 многолетних деревьев в городе упало на проезжую часть. Движение в нескольких районах города было заблокировано на несколько часов. Многие жители были лишены электричества. Во время стихии в авральном режиме работало Министерство по чрезвычайным ситуациям. Сотрудники МЧС выезжали на места и помогали расчищать дороги. Большой ущерб ветер нанес 2 многоэтажным домам на старом поселке. Деревья падали на машины. К счастью, обошлось без жертв. Последствия вчерашней стихии обсудили в администрации президента. На совещании премьер-министр Абхазии Беслан Барцыц отметил, что специалисты уже приступили к подсчету нанесенного ущерба. Вчера уже по вашему поручению вместе с министром по чрезвычайным ситуациям мы выезжали по всем объектам, где нанесен ущерб. Вечером же даны были поручения, чтобы предотвратить возможность затопления в случае выпадания осадков силами наших служб Абхазстроя. Вчера вечером были временными конструкциями, часть зданий перекрыта. Сегодня уже начались работы по капитальному ремонту кровли электро. Прежде всего на улице Назадзе, в старом поселке, крыши сорваны в 4-этажном здании, а также в 9-этажке на новом районе. Также есть пострадавший дом. В городе Плачал, это здание Дома культуры, Дворца культуры. Там тоже Плачалстрой уже приступил к мероприятиям, связанным по устранению причин. Работа по ликвидации вчерашних последствий все еще ведется. Сотрудники спецслужб расчищают дороги, восстанавливают электричество. Президент Абхазии Рауль Хаджимба дал указание всем службам в течение дня полностью ликвидировать все последствия. В первую очередь хочу выразить свое доброе отношение к работникам МЧС, которые активно включились в эту работу, и энергетики. Я думаю, практически по Абхазии мало кто заметил те сложности, которые были в результате этого стихийного бедствия. Но и сегодня по дорогам, Ангур Руфетович, по городу, я просил бы в течение сегодня-завтра все, что можно убрать, нужно будет убрать, вплоть до того, чтобы выкорчевать эти корни, чтобы этих последствий вообще не было видно. И хотел бы знать, что вам доложили, начиная от Гала и кончая Гагры. Генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басари отметил, что магистральная высоковольтная линия электропередач, по которой энергия идет от Ингургэс, восстановлена, но есть много обрывов внутри населенных пунктов. Аслан Басари подчеркнул, что в течение дня электричество будет восстановлено во всех районах республики. Кроме нескольких локальных отключений, все было вчера восстановлено. Предположим, по Гагарскому району, на который пришлась основная стихия в первой части дня, осталась только определенная часть фидера в селе Агараки. Вот там эту часть мы вчера не смогли подать. На сегодняшний день уже подана электроэнергия. По всем высоковольтным сетям, кроме Гулерипчского района, там у нас в районе Багмарана очень сильные последствия, в том числе это сказывается на насосной. Но у нас в том числе существует проблема по принадлежности этих линий. То есть, если обычно эти линии они ведомственные, то сегодня они ни у кого на балансе не стоят. Тем не менее, в силу того, что кроме нас никому этим заниматься, мы этим занимаемся, восстанавливаем.
Стихийное бедствие нанесло немалый ущерб жителям Ачамчиры и Ткварчала. Здесь также были сорваны крыши домов и повалены деревья. По словам президента Рауля Хаджинба, заменой этих крыш соответствующие структуры должны заняться в ближайшее время. Более того, по словам президента, Министерство по чрезвычайным ситуациям должно заранее информировать население о подобных стихийных бедствиях. Сария Смыр, Ильдар Дамиров, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Во время разгула стихии в особом режиме работали сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям. Подробности смотрите в сюжете. Ветер силой 13, а временами и 20 метров в секунду выворачивал деревья и срывал крыши с домов. В Сухуме, Гагре, Ачамчире и Ткварчале спасатели весь день расчищали автомобильные дороги, заваленные деревьями. На старом поселке и в новом районе Сухума были сорваны крыши с нескольких жилых домов. Спасатели осмотрели места повреждений, чтобы удостовериться в безопасности проведения восстановительных работ строителями. По словам специалистов, причиной непогоды стал так называемый нырящий циклон, когда холодные массы с севера на огромной скорости проникают вглубь южных широт, вызывая резкие перепады температуры и связанные с этим сильные ветры. Наиболее пострадавшие районы посетил премьер Беслан Барциц. Министр ЧС Лев Квициния доложил главе правительства о ходе восстановительных работ. Были определены первоочередные меры по восстановлению нормальной жизнедеятельности пострадавших районов. Президент Рауль Хаджинба поздравил Адиле Басаглы с днем рождения. Вы являетесь великой женщиной с несгибаемой силой воли, с тяжелой и героической судьбой, которая пережила все ужасы сталинских лагерей, перенесла нечеловеческие пытки и издевательства в стенах НКВД. Ваши книги «Не могу забыть» и «Моя Абхазия, моя судьба» – это бесценные воспоминания, содержащие огромное количество малоизвестной информации о семье Нестора Лакоба, которые свидетельствуют о трагических временах нашей истории. Ваша жизнь и ваша деятельность являются достойным примером беззаветного служения своему народу и родине, на котором должны учиться будущие поколения, говорится в тексте поздравления. Память жертв геноцида армян в Османской империи почтили в Абхазии. В результате геноцида в 1915 году погибло более 1,5 миллиона армян. Подробности у Налы Чхинджери. Прошло уже 102 года с тех трагических событий, когда армянское население Османской империи подверглось массовому истреблению. 1,5 миллиона человек погибли, многие вынуждены были покинуть земли предков и отправиться в другие страны, в том числе и в Абхазию. По словам представителя армянской общины города Сухум Сурена Кирсиляна, этот день один из самых тяжелых и очень важных дней в истории армян. Я уже говорил неоднократно, что 24 апреля – это день как бы условный, это день уничтожена армянская интеллигенция в Стамбуле. Потому мы в этот день отмечаем, как бы, да, приурочили к этому дню. А вообще процесс или это преступление, каковым является геноцид, это преступление против человечества, которое не имеет срока давности, прошло уже вот сейчас это будет 102-я годовщина. Вспоминая жертв геноцида, в армянской средней школе номер 9 выпускники провели памятные мероприятия. В фойе школы были выставлены фотографии, подтверждающие факт геноцида, и экспозиция с флагами стран, признавших геноцид. На сегодняшний день их более 30. Сегодня целый день приходят люди, свечки ставят. Мы выставили, все флаги, государств, которые признали геноцид армян, небольшие истории. Люди приходят, заходят, просто почтить память. Коренной абхазский народ, к тому времени сам испытавший трагедию насильственного переселения, выразил армянским беженцам искреннее сочувствие и принял у себя на родине. С этого и началась история абхазских армян, которая уже более века неотделима и от истории самой республики Абхазия. Для каждого представителя нашего народа это ужасная трагическая дата и страница в истории. Хочется сказать, что каждый представитель должен помнить и требовать то, что это было ужасно. И на протяжении уже сотен лет каждый из нас помнит и никогда не забудет эту трагическую дату, страницу нашей истории.
Участники памятных мероприятий зажгли свечи, затем организовали шествие. Колонна из людей двинулась в сторону берега, к памятнику жертвам русско-кавказской войны. Этот день для многих из них особенный. День, когда было пролито немало крови. Участники колонны поклонились памятнику Махаджирам. Сюда пришли представители армянской общины Абхазии, политические и общественные деятели. Затем участники опустили цветы в море, тем самым символически соединяясь с жертвами геноцида. Наала Чинжерия, Наала Кове, Беслан Чинжерия, Абхазское телевидение. Соболезнования армянскому народу в связи с трагическими событиями начала 20 века выразил президент Рауль Хаджимба. В этот скорбный памятный день я выражаю слова соболезнования всему армянскому народу, испытывающему тяжелую боль и утрату по жертвам трагических событий, потрясших весь мир. Абхазам, пережившим трагедию махаджирства в XIX веке, близка и понятна боль армянского народа, вызванная кровавыми событиями начала XX века. Армяне Абхазии доказали свое право жить на этой земле. Сегодня вы вносите свой достойный вклад в строительство современного независимого абхазского государства. Более 100 лет мы живем бок о бок, участвуем в формировании ценностей, являющихся духовной основой развития нашего общества. Наша сила в единстве. Так было и будет всегда, говорится в тексте соболезнования. Третий Ялтинский экономический форум завершен. В нем приняла участие делегация из Абхазии. Договорились помогать строить Крыму автодорогу. О чем еще удалось договориться в рамках экономического форума, нашему телеканалу рассказал министр экономики Абхазии Адгур Арзанба. В Международном экономическом форуме приняли участие представители стран ближнего и дальнего зарубежья. На площадке форума обсуждались актуальные вопросы экономического развития Крыма. Крым не так давно стал частью Российской Федерации. Но, несмотря на это, международное сообщество восприняло этот этап негативно, и со стороны ряда западных стран есть попытки помешать этому процессу, помешать процессу развития этой территории, и они, применяют адресные санкции в отношении как отдельно взятого Крыма, так и России в целом. И в этих условиях у Крыма, как и у нашей республики, есть определенные ограничения по привлечению иностранных инвесторов на свою территорию. В этом контексте, конечно, их опыт для нас тоже интересен. Министр экономики Абхазии Адгур Арзанба принимал участие в качестве спикера во время презентации стратегии экономического развития Крыма до 2030 года, где также обсуждалось развитие республики в контексте взаимодействия с Абхазией. Там мы обсудили ключевые направления развития Крымской республики, посмотрели точки соприкосновения с нашей страной. То есть, в принципе, если взять отраслевой разрез, то традиционные отрасли, они у нас практически похожи. У них тоже там туризм, у них там тоже аграрный сектор в приоритете. Мы рассказали о своем опыте. Вы знаете, у нас тоже есть стратегия социально-экономического развития до 2025 года. У нас есть программа развития экономики 25 шагов, которой мы сейчас занимаемся. Я рассказал об этом. В рамках Ялтинского экономического форума делегаты из Абхазии встретились с представителями крупной российской строительной компании ВАД. На встрече обсуждались перспективы поставки гранитного щебня из Абхазии в Крым. На форуме также обсуждались перспективы налаживания морского сообщения между двумя республиками. Я думаю, что чем больше мы сможем выстроить отношения между собой, в том числе и транспортную инфраструктуру наладить, и водное сообщение обсуждается вопрос, тем больше мы все будем привлекать. Представьте себе, что если человек, который приехал отдохнуть в Республику Крым, в один из дней у него будет возможность посетить Абхазию, посетить наши прекрасные места, там озеро Рица, Новофонская пещера, прикоснуться к ранним памятникам культуры раннего христианства. То есть это сделает в целом это направление привлекательным. По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу по реализации намеченных планов. На Алакове. Аста Мургошба, Абхазское телевидение. Академик, профессор, доктор филологических наук, бывшая заведующая кафедрой истории русской и зарубежной литературы АГУ Маргарита Ладария скончалась на 92-м году. Прощание с Маргаритой Глебовной Ладария прошло в Сухумском доме учителя в воскресенье 23 апреля. Попрощаться с ученым пришел президент Абхазии Рауль Хаджимба. Я радуюсь, когда откликается, когда понимает, когда правильно воспринимает то, что даешь.
студентам. Это замечательный воздух, хорошо дышится и медленнее набираешь возрастную высоту. Маргарита Глебовна Ладария, доктор филологических наук, профессор Абхазского госуниверситета, известный тургеневед, автор 4 монографий и более сотни публикаций в прессе. С 1950-х годов работала на кафедре русской и зарубежной литературы Сухумского педагогического института, а затем Абхазского государственного университета. Преподавала на филологическом факультете, руководила научными работами студентов, готовила многих в аспирантуру. Ее часто называли олицетворением интеллигентности и силы. Маргарита Глебовна была мягка в общении с людьми, и именно поэтому ее любили студенты и ею восхищались коллеги. Она всегда была готова прийти на помощь. Всю свою жизнь она посвятила науке. Сегодня с особой теплотой они вспоминают коллеги, друзья и родные. Эта хрупкая женщина была очень смелой, открытой, без оглядки. Когда что-то было тяжело Фазилю Абдуловичу, мало кто рисковал говорить. Когда Дауру Зантария тоже приходилось нелегко, она не молчала. Вот наши классики, и Баграт Васильевич, и другие, Фазиль Абдулович, когда был у нас в университете, они говорили: ребята, вам очень повезло, что у вас такой преподаватель, такой ученый, такой методист, такой человек. Эта удивительная женщина могла заинтересовать каждого своими лекциями, своим особым талантом рассказывать о поэзии и о литературе в целом. Она с легкостью могла привить любовь к русской классике. На траурном митинге ее вспоминали как одну из лучших преподавателей своего времени. Я помню ее хорошо в 50-е годы, в 60-е годы. Я принадлежу поколению, которому она читала свои, я скажу, знаменитые лекции. Мы тогда, сельские выпускники сельских школ, плохо знавшие русский язык, Маргарита Глебовна, Татьяна Дмитриевна Гулья и многие-многие другие преподаватели прививали нам любовь к русской классике. Это были люди, которые жили миром русской классики. Маргарита Глебовна для Абхазии останется навсегда выдающейся личностью. Она оставила яркий след в науке, на педагогическом поприще. Маргарита Ладария на протяжении всей своей жизни боролась за восстановление суверенных прав абхазского народа. Уход из жизни известного абхазского ученого – это большая потеря не только для ее родных, но и для всей страны. Международный проект «Культурная платформа» стартовал в Сухуме. Его участники – деятели науки и культуры Абхазии и России. В таком формате они собрались впервые, чтобы обсудить вопросы гуманитарного сотрудничества. Главные темы – история, культура, этнология и искусствоведение. Организаторы мероприятия – Абхазо-Российский фонд поддержки и развития науки и культуры «Иналаст» при поддержке Сухумского музыкального училища имени Чичба, Абхазского института гуманитарных исследований и Адыгейского государственного университета. Тему продолжит Нисфашпа. Культуру любого народа нельзя воспринимать без обрядов, ритуалов, языка, обычаев и традиций. Эта фраза профессора Адыгейского университета Аллы Соколовой пришлась по нраву каждому слушателю. Известный во всем мире искусствовед рассказывал о музыкальной культуре абхазов и адыгов в контексте общемировой культуры. Каждая часть рассказа подкреплялась наглядным примером и сопровождалась игрой на баяне. В науке эта тема еще неоднократно поднималась, но она настолько обширна и настолько богата, что к ней можно возвращаться многократно. Тем более, что традиционная культура не стоит на месте. И мы видим, что какие-то жанры отмирают, какие-то жанры появляются вновь, а исследовать новые пласты танцевальной музыки, новые песни, новые песенные жанры нужно будущим нашим студентам. Участники первого цикла международного проекта «Культурная платформа» в стенах Сухумского музыкального училища говорили об абхазо-адыгских музыкальных параллелях. Их оказалось множество. По словам ученых, мы одинаково воспринимаем национальную музыку. Мы надеемся, что наши связи, которые мы сегодня будем
налаживать, они не прервутся, и в дальнейшем мы можем плодотворно сотрудничать. Я думаю, что и для студентов, и для преподавателей это очень важный день сегодня, потому что мы будем иметь возможность уже ознакомиться с адыгской культурой и увидеть, как ученые адыгеи воспринимают культуру абхазов. Для нас, конечно, это очень ценно. Осуществить идею проведения подобного мероприятия в нашей стране фонд «Иноласт» планировал давно. На стадии подготовки этот проект предполагал лишь научную составляющую. И уже позже организаторы поняли, что культурная платформа не будет полной без искусствоведения. Новый проект носит не только научный, но, что еще более важно, практический характер. Поэтому все выступления в рамках 2 циклов будут направлены на формирование рекомендаций по укреплению и развитию науки, культуры Абхазии и России. Если говорить об идее, то идея у нас рождалась долго, потому что совместно с Республикой Адыгея и Абхазия работает в научном контексте уже достаточно длительный период, и у нас за плечами 2 печатных издания. По поводу гранта РГНФ, если говорить конкретнее, несколько конференций, круглых столов. Поэтому уже как следствие пришла идея о создании аналогичного проекта, но немножко сделали небольшое ответвление в сторону музыкальной культуры. Как нам кажется, это тоже не менее интересно и важно, как в ознакомлении, как популяризации этномузыкологии как Абхазии, так и Адыгеи. Открытая площадка для обмена мнениями между представителями науки и культуры будет работать 2 дня. Организаторы благодарят за помощь Сухумское музучилище и Абхазский институт гуманитарных исследований. Нисфа Аршба, Роберт Ломе, Абхазское телевидение. Концерт, посвященный 90-летию со дня рождения композитора, лауреата Государственной премии имени Дмитрия Гулия, кавалера ордена Ахицепша 2 степени, народного артиста Абхазии Раждина Гумба, пройдет 27 апреля в Абхазской государственной филармонии. Начало концерта в 19 часов. Но сейчас прогноз погоды. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается облачная погода, ночью ливневый дождь, днем погода прояснится. Температура воздуха ночью плюс 4-6, днем 10-12 тепла. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.